чтобы это все север интересовался, там река море, он часто поступил, а ему какая электричка? Вот я вот это вот... Можно такое, можете автостопом по России взять. В связи с приключения в России за 28 лет всякие, как и к вам ездил в Магадан, Салихард, Нарьян-Мар, Палана, все северные направления, Мурманск, Архангельск, Тура, таких всяких. Ну, вот что как раз там все мои северные путешествия. А вам сколько лет? Мне 49. Скоро полтинник уже. Скоро полтинник. 76-го, Да, 76-го года. А вы киевский где вы с нас? хорошо, я возьму. Новый вошли. Значит, последняя же? Ну да, книги не так много, да, последние. Собираюсь. В Боярске была 6 минут. Интересно, вообще, что здесь много Тоже москвичка. Так, ну давайте мы сейчас тогда начнем лекцию, потом забирайте книжки, какие уже успели забрать, потом остальные досмотрите. Выключаем мобильные телефоны, чтобы они не трезвонили во время мероприятия, чтобы ничего в кармане не булькало, не пищало, не звенело, или переводим телефоны в неслышный режим. Итак, буду считать, что меня еще никто из вас не видел. Меня зовут Антон Кротов, я путешественник, писатель, мне 49 лет. Я путешествую автостопом, пешком, на электричках, на поездах по всему миру. По России, по СНГ, Евразии, Африке. Пишу книги о своих путешествиях и также выступаю с лекциями в каждом регионе России, во всех регионах России выступаю с лекциями и рассказываю о том, как вообще можно путешествовать, что такие вольные путешествия, недорогие, самостоятельные, как каждый человек может поехать в любую точку континента, если он этого захочет. Какие 8 шагов нужно предпринять для того, чтобы начать путешествовать. Показываю фотографии, отвечаю на вопросы, организую разные интересные мероприятия, массовые путешествия, дома для всех, лесные, трезвые, слеты, пишу книги. И я сейчас расскажу вкратце о том, чем я занимаюсь. Покажу некоторые фотографии, потом отвечу на все вопросы. Сам я родом из Москвы, иногда приезжаю и сюда тоже, в Якутск. И в каждый регион России приезжаю. Начал я путешествовать в 91 году, когда мне было 15 лет. Я начал с путешествий на электричках. Я открыл, что у нас под Москвой много пригородных поездов, электричек. Тогда, под конец советской эпохи, электричек было еще больше, чем сейчас. Контролеров практически не было. И я ездил в свои 15 лет в разные города. Ну, без билета Зайцев, Ленинград, Киров, Киев, Харьков, Донецк, Свердловск и в остальные города. Потом постепенно стал ездить дальше. Потом оказалось, что можно перемещаться не только на электричках, но и автостопом. Стал ездить автостопом на попутных машинах и стал искать, кто бы еще интересовался разными видами путешествий. Оказалось, что многие люди уже умеют путешествовать. Оказывается, открытие вовсе не мое, и многие люди научились путешествовать даже до моего рождения. Есть даже клубы направления автостопа. И в 95 году я тоже создал свой клуб, который называется Академия вольных путешествий. Академия вольных путешествий — это не какое-то здание, это не какая-то турфирма, это именно сообщество путешественников. Мы путешествуем по всему миру и также собираем везде полезную информацию. Как туда можно приехать наиболее простым и дешевым способом, каким образом получаются визы, какие есть пограничные переходы, сколько стоит килограмм хлеба или сахара, литр бензина или там еще что-нибудь. Мы все это узнаем и всю эту информацию распространяем, рассказываем всем людям на лекциях, печатаем книги, путеводители и организуем проекты «Дом для всех», «Лесной трезвый сход» и другие проекты, о которых я скажу. За последние 33 года совершил много разных путешествий, маршруты их нарисованы здесь на карте. Я был во всех регионах России, в большинстве регионов по несколько раз, и также был в 150 странах мира, от, получается, от Америки до Австралии, от Южной Африки до
в Японии, в самых разных местах я был, и расскажу, значит, о том, что такое вольные путешествия. Вольные путешествия отличаются от того, что вам обычно пытаются впарить, продать. Обычно чаще всего человек сталкивается с рекламой буржуйских, коммерческих путешествий. Часто люди, которые хотят вас развести на большие деньги, рекламируют разные коммерческие туры, когда человек сажает в самолет, отвозят его куда-нибудь там, куда-нибудь в Таиланд, в Гоа, в Турцию, в Хургаду. Там такого человека засовывают в гостиницу, он лежит в гостинице на кровати, выбегает на пляж, поворачивается правым-левым боком к солнышку, и потом, получив солнечный ожог, понос, покатавшись на верблюде, на слоне, возвращается обратно в Москву или в Якутск и вспоминает целый год, какие, оказываются, жулики, турки, вьетнамцы, тайцы, египтяне, но копит деньги на очередное буржуйское короткое двухнедельное путешествие. Я ничего о таком виде так называемого отдыха рассказывать не буду. Наверняка у вас есть какие-то знакомые жертвы такого уже разводительного тура. Некоторые люди готовы заплатить 100-200 тысяч за такое интересное удовольствие. Я попался в Якутии один гражданин из Якутии, который умудрился 700 тысяч потратить на поездку в Дубай. Говорит, поехал в Дубай, мне не понравилось. И идешь, потеешь, купаешься, тоже потеешь. В общем, люди, из которых 700 тысяч потратят, только чтобы вспотеть, и его на самолете отвезут, привезут, ничего там интересного, конечно, нету. Так что я понимаю, что мужику не понравилось. Кроме этого, есть спортивные походы, хорошо известные жителям Якутии и всего нашего советского пространства. Человек идет куда-то в лес, в горы, на лыжах движется, сплавляется по реке, в общем, преодолевает расстояние силами своего собственного организма. Все это хорошо, но очень медленно, потому что ни пешком, ни на лыжах, ни на велосипеде, ни на байдарке, ни 500 км в сутки не проедешь, ни 300, не успеешь. Есть, наконец, вольные путешествия. Вольные путешествия перемещаются по городам и странам мира, и мы проводим большую часть времени в обществе простых людей, местных жителей, для которых это общение с нами не является оплаченной работой. Мы перемещаемся автостопом или на попутных машинах, или на самом дешевом наземном транспорте. Ночуем в гостях у местных жителей, а не в каких-то специальных хостелах или гостиницах. Общаемся с людьми без гидов и переводчиков и стараемся увидеть мир таким, какой он есть по-настоящему. На самом деле, они как-то его хотят поспарить разные продавцы глянцевых туров или пугливые журналисты. Вольные путешествия оказываются интереснее, веселее и дешевле, чем путешествия буржуйские, потому что часто то расстояние, которое мы проезжаем по трассе, капиталист пролетает как континентами на самолете. Мы это все время стараемся вовремя питаться, правильно ночевать и можем почувствовать настоящий аромат дороги. Первый раз я был в Якутске и в Магадане в 1996 году. Мы с моим другом Андреем Винокуровым поехали автостопом в Магадан. Тогда это было более сложное время, чем сейчас. Дороги были гораздо хуже, не было в природе интернета, больших денег каких не было у народа, дорог было меньше. Мы выехали из Москвы и из Самары, дальше поехали из Уфы, дальше через Петропавловск, через Омск, Сибирск, через Иркутск, доехали до Читинской области, до города Чернышевск, потом Зилова, дальше пересели в кабину локомотивов, ехали до Невера, потом автостопом доехали до Якутска. Это было лето 1996 года. Трасса на Магадан тогда была очень плохой, до Ханки нельзя было нормально доехать. Мы прошли попутную баржу, которая везла разные грузы, и плыли неделю до Ханки. Ну, бесплатно, конечно, от Якутска, плыли до Ханки, сначала на север по Лени, потом на восток по Алдану. Приехали в Ханку спустя неделю и поехали автостопом по Колымской трассе через Эмикон. Тогда мостов еще не было, многие были сломаны мосты, и деревянные были вброд. Мы еще неделю ехали автостопом от Ханки до Магадана. И, наконец, в конце августа 1996 года мы доехали автостопом до Магадана. Это путешествие длилось 52 дня, оно оказалось гораздо более интересным, чем впечатление человека, который прилетел в Магадан на самолете. Но они путешествия на этом не закончились. Мы поймали попутный пароход контейнеровоз и на грузовом пароходе из Магадана приплыли в порт Вальна. Когда мы приплыли в порт Вальна, у нас уже оставалось 10 копеек денег. Это было до деноминации 1998 года. Это по нынешнему курсу гораздо меньше, чем 10 копеек, потому что тогда доллар стоил 5000 рублей, значит это получается на двоих на 50-тысячной доли доллара. А тогда уже как раз 100-тысячной доли доллара. И мы приехали дальше с порта Ванина, поехали в кабинах локомотивов по Бабу, ко всему Бабу, доехали до Тайшета,
Ингушета, потом до Челябинска, и автостопом уже доехали до Москвы, совершили 76-дневное путешествие. Такое путешествие было очень интересное, показало, что каждый человек, не только мы, каждый может доехать до другого конца страны, вернуться обратно, независимо от количества денег в его собственном кошельке. В 1997 году уже я начал исследовать за границу. Первый за границей был у меня Иран, за пределами Советского Союза, потому что Европу и так всю жизнь ездили, все ее облюбовали, отцеловали, а Иран был тогда неизвестен. Тогда, конечно, никто не знал, как получать иранскую визу, по интернету визы давали, не было также и интернета. И в Москве визы не давали, мы проехали втроем. В Тбилиси, там подавались визы, там не дали, поехали в Ереван, в Ереване получили иранские визы и доехали до Персидского залива в Иране, потом обратно через Туркмению, Узбекистан, Казахстан, поехали в Москву. На основании этих знаний я уже видел поездку автостопом видео. Это начало 1998 года. Тогда были, конечно, немногие капиталисты, которые могли потратить $500, например, на поездку в Индию. Но видите, обычно наши русские люди ездят только в один штат, из 3 букв названия штата, некоторые его слышали, приезжают на 3 буквы, ездят там, лежат траву на шаманскую поле, потом искупались там, затянулись, посмотрели на лысых обезьян, потом вернулись обратно на самолете, обратно в Россию. Я вижу, что каждый желающий может поехать автостопом видео, и собралось в Москве 10 участников поездки видео. Мы разбились на пары и поехали автостопом из Москвы на Воронеж, на Ростов-на-Дону, на Тбилиси, на Ереван. Там все встретились в парке напротив иранского посольства, сделали иранские визы, поехали в Тегеран. Там в другом парке встретились напротив пакистанского посольства, поехали в Пакистан, потом в Индию. Доехали и разъехались по Индии в разные стороны. И через 2 месяца обратно, сделав в Дели пакистанские и иранские визы, мы поехали в Москву через Пакистан, Иран, Кавказ домой. Таким образом был доказан на практике, что каждый человек, если он скопил непосильным трудом, например, $200, это 20 тысяч рублей на нынешние деньги, он может съездить в Индию на 3 месяца и вернуться обратно сытый, довольный, загорелый, получивший гораздо больше впечатлений, чем тот дурак, который съездил в гостинице, полежал, искупался, накурился какой-то конопли и потом вернулся прогулянный обратно домой. Ничего фактически в Индии не посмотрел. В 1999 году я организовал поездку в самую большую страну Африки, Судан. Африка вообще, она замечательна, она прекрасна, но Африку у нас часто ругают люди, которые с детства, им внушил всякие сказки один дурной писатель, который наврал, что якобы в Африке гориллы, змеи, крокодилы, не ходите, дети, в Африку гулять. Люди наслышались этого дурака, который никогда сам в Африке не был и в Африку обычно не ездит. А кто поедет, тот обычно полетит на самолете куда-нибудь в Хургаду, Шарм-эль-Шейх или в Марокко. Я позвал всех желающих сюда, хотя нам просто тоже говорили всякие ложные слухи, говорили, что нам там, не знаю, кожу срежут, заставят ее есть, кастрируют, расстреляют, заразят какими-то болезнями. Мы выехали из Москвы также через Москвы, автостопом на попутных машинах, тоже бесплатно, как всегда, через Воронеж, через Ростов, через Тбилиси, через Турцию, Сирию, Иорданию, и приехали сюда, и были просто поражены, какая классная оказалась страна. Можно было в каждой деревне поставить рюкзак и ждать буквально 5 минут. Если вас за 5 минут не позвали в гости, значит, что находитесь не в Судане, а в какой-то другой, более цивилизованной стране. Люди были очень гостеприимные, но ожидание машин было долгое, ждали дольше, чем на Колымской трассе. Ну и после Судана поехали обратно домой через Египет, Иорданию, Сирию, Турцию, Болгарию, Румынию, Молдавию, Украину, в Москву. Был 99 год, а в 2000 году я уже организовал поездку через всю Африку. Мы выехали прямо, автостопом прямо с кольцевой дороги и поехали через Калугу, через Брянск, через Киев, Одессу, Молдавию, Румынию, Болгарию, Турцию, Сирию, Иорданию, Египет, пересекли Судан, Эфиопию, Кению, Танзанию, по ней путешествовали, Замбию, Ботсвану и приехали в Намибию. И здесь мы встречали Новый год. 1 января 2001 года, начало нового тысячелетия, мы встречали возле города Свакопмут, на так называемом берегу скелетов. Это юго-западная Африка. Вот пока мы ехали по Африке, об этом есть, кстати, хорошая книга, называется «200 дней на юг». Пока мы ехали 200 дней на юг, оказалось очень важное вот что. Оказалось, что люди отзывчивые и гостеприимны в самых разных точках мира. Также нас подвозили на попутных машинах по дорогам Уганды и Танзании. Также можно было постучаться в церковь, в школу, в мечеть или же больницу, чтобы переночевать в Эфиопии и в Кении. И люди оказались людьми и в Анголе, и в Намибии, и в Судане, везде. Потом было много других интересных путешествий. Афганистан я упорил довольных путешественников в 2002 году, как только
начали выдавать визы в Афганистан. Потом еще пару раз был в Афганистане. Последний раз был 1,5 года назад, мы с супругой ездили в Афганистан. Все эти места, Кабул, Кандагар, Мазар-Шариф, Герат, про которые только всякие рассказывают истории, так называемые воины-интернационалисты, а мы там поехали и увидели, что люди там классные, гостеприимные и веселые. Китай, Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, наши российские севера. Много ездили по нашим всяким глухоманям, нарисованы на карте по зимникам в Туру, Палану, Ванавару, Наринмар, самые разные места мира. 2 года назад я опять был очередной раз в Якутске, мы с друзьями уже другим маршрутом обратно из Магадана, сейчас дороги стали другие, стало все быстрее. Когда с Якутска до Магадана 30 лет назад ехал 2 недели, сейчас за 3 суток проехал из Магадана, уже через Уснеру до Якутска, мы съездили даже вот этот самый Вилюйск, Ленск, Мирный, очень интересное было путешествие. Вот, и было много других путешествий, нарисованы здесь на карте Европы, Америки всякие. Вот сейчас недавно был в Австралии, на карте не успел уже нарисовать, вернулся недавно с Австралии. Месяц назад еще я был там, в марте, и там был. Вот, значит, и много других было путешествий. В Африке я был 9 раз, но про Африку я подробно буду рассказывать завтра в Краеведческой библиотеке имени Белинского. Завтра там у нас в 17 часов как раз рассказ про страны Южной Африки, которые я очень люблю. Папуа-Новая Гвинея, Индонезия, про Папуасов, у меня даже книга есть, называется «В наборе или джунгли Новой Гвинеи». Ну, значит, потом, действительно, 10 месяцев в году я обычно провожу путешествия, то есть 2 месяца в году я в Москве, 10 месяцев я в дорогу. Сейчас вернулся с Австралии, в Москву, переоделся, и теперь отправляюсь на зимники. Вот скоро, уже буквально через 2 дня, 3 апреля, я выезжаю стопом на восток, на Чурапчу, на Кёль, на Уснеру, на Зырянку, Билибина и Пивет. Вот. Но для того, чтобы путешествовать, не нужно быть каким-то специальным гением, не нужно владеть какими-то специальными умениями, языками, иметь знакомых во всех странах мира, иметь спонсоров, чтобы вас спонсировал Шойгу или Газпром. Все это не нужно. Каждый человек уже из вас может путешествовать, кроме вот молодой леди, которой надо чуть вырасти, остальные уже могут путешествовать с той суммой денег, которая у вас уже есть на сегодняшний день. И для того, чтобы путешествовать, нужно знать всего лишь 8 основных базовых вещей, на которые я обращу ваше якутское внимание. Вот эти самые простые вещи. Значит, первое. Для того, чтобы путешествовать, нужно, конечно, захотеть путешествовать. Ну, скажут многие ленивые люди, мы уже давно лежим на диване, хотим путешествовать, диван уже этого не двигается, но плохой заводится. Нужно не только захотеть путешествовать, надо слезть с дивана. Причем это сделать сейчас, в 2025 году. Не надо ждать бесконечного никогда. Не ждите, когда в будущем, там, не знаю, закончите институт, устроитесь на работу, закончите работу, выйдете на пенсию, вашу пенсию повысят, и вы, подобно швейцарским и японским пенсионерам, будете шарахаться по дорогам стран таких Филиппин и Таиландов и вспоминать свою бурную якутскую или белюйскую молодость. Почему не нужно ждать этого благословенного момента? Ну, потому что к тому времени, как вы достигнете возраста японских пенсионеров, вы все уже, скорее всего, умрете, потому что средний возраст выхода на пенсию в Японии немножко позже, чем средняя продолжительность мужской человеческой жизни в Якутии и в Магаданской области. Но есть вторая причина, почему тянуть резину не надо. Потому что с каждым годом постепенно хотелка у человека уменьшается и отваливается, желание у человека уменьшается. Те люди, которые постарше, они помнят, что в 15 лет человек еще хочет изменить весь мир, в 25 лет хочет поменять работу, а в 35 лет хочет поменять канал на телевизоре. В 45 лет уже ничего поменять не хочет, думает, лишь бы хуже не было. А в 55 лет думает, ну стало хуже, но ничего, бывало еще хуже, блокада, война. И так человек ничего менять не хочет и консервируется. Поэтому хотите путешествовать, в этом году начните, ничего сдохните, ничего у вас не будет. То же самое касается другого дела. Например, человек хочет книгу свою написать, в этом году напишите, значит, все забудете. Хотите переехать из Якутска в другой какой-то город, там Балдан или Стамбул, в этом году и переезжайте. Вы не станете моложе, вы не станете умнее, доллар не вернется к 6 рублям, и к 30 уже не вернется. Хотите что-то делать, начинайте. Второй совет, он противоположен предыдущему, то есть не нужно прямо сейчас отправляться в такие кругосветные путешествия. Нужно сперва начать с небольших путешествий. Прочитайте книгу «Практика вольных путешествий», где дается базовое знание. Как вообще путешествовать по земле. Прочитайте базовую книгу и начните с небольших путешествий. Съездите сперва автостопом в ближайшие города, в ближайшие там Уснеру, Вилюйск, ближайший там Алдан, ближайшие места. Съездите сначала Уснера и Алдан, потом уже Стамбул и Кабул, потом уже Сан-Франциско, Папуа-Новая Гвинея, Мавритания и Мадагаскар.
Третье. Нужно помнить о том, что трезвость это очень важно, и от пьянства у нас в России происходит множество разных проблем. Чем один человек выпил, двое выпили, третий не допил, возникли проблемы. Не пьянствуйте, и с людьми, которые ведут нетрезвый образ жизни, не вступайте в деловые взаимоотношения, тем более с ними не путешествуйте. Четвертое. Помните, что очень другой враг, помимо алкоголя, враг человека это телевизор. Как я в арабских странах его называю, шайтан сундук. Специальные агенты телевизора мечется по всей земле, ища, где происходит неприятность, землетрясение, наводнение, коронасифилис, и все это тут же начинают вам вываливать телевизор. Не верьте в телевизор и в его разные сказки, все, что рассказывают журналисты, средства массовой дезинформации. Нас окружают всевозможные средства массовой дезинформации, начиная от газет и кончая разными блогерами и ютубами, которые специально людей пугают. Не вступайте в деловые взаимоотношения и тем более не верьте тому, что пишут всякие и рассказывают разные такие вот пугальщики из средств массовой дезинформации. Следующее. Помните о том, что время и деньги взаимозаменяемы. Чем больше у вас есть времени, тем меньше нужно денег. И наоборот, чем больше у вас есть денег, тем меньше нужно времени. Ну, например, какой-нибудь человек может попасть из Якутска в Москву. Предположим, он сказочно богат, он может лететь на самолете. Такое бывает, конечно, бывает. Человек заплатил, например, 20 тысяч рублей, купил билет на самолет и в Москву прилетел. Бывает. Другой человек, например, хочет поехать дешевле, покупает билет на поезд, вот, скажем, Нижний Вестяк, Иркутск, и поезд из Иркутска в Москву. И доезжает, например, уже не 25 тысяч, а 15 тысяч рублей. Доезжает, но тратит на это, например, 6 дней. И третий человек, у него не хочется столько денег тратить, он приезжает автостопом. Он выезжает автостопом и спокойно через Алдан, через Негр, через дороги уже нормальные везде, уже там за Читой уже потом у нас будет Иркутск, потом Новосибирск, и спокойненько дней через 13 приезжает в Москву. И он, например, потратил только, например, 3000 рублей, ну, на то, что он что-то там съел, какую-то там овсянку с сгущенкой. В итоге, значит, один человек потратил 25 тысяч рублей на самолет, и еще столько же потратил, пока ждал этих остальных чуваков. Потом другой человек потратил 15 тысяч на поезда, и еще столько же потратил, тоже пока ждал последнего человека. А последние 3000 рублей потратил, все они приехали в Москву и наслаждаются жизнью. Или, например, какой-то человек хочет поехать, например, из Якутска, например, в Таиланд. Предположим, у него, опять же, завелись лишние деньги, он хочет поскорее попасть. Он летит на самолете, ну, наверное, в Якутск, скажем, ну, Владивосток. Наверное, из Владивостока или скажем, Иркутск. Из Иркутска он летит, скажем, в Бангкок. И он уже может через сутки оказаться в Бангкоке. Но сколько это будет стоить, мы не знаем, наверное, уже даже больше, чем до Москвы это будет стоить. Может, больше 20 тысяч рублей, не знаю, сколько точно. Другой человек, он более такой спокойненький, он едет спокойно автостопом до Владивостока или до Хабаровска, делает там за китайскую визу за 2500 рублей, пересекает уже автостопом Китай, пересекает Лаос, он без визы, виза россиянам не нужна, попадает в безвизовый Таиланд. Или даже может в Малайзию, пожалуйста, безвизовая Малайзия. И вот первый человек потратил, например, 30 тысяч на всякие самолетные дела, а второй потратил 2500 на китайскую визу, еще 2500 рублей прокушал. В итоге 5000 рублей потратил, и он уже в Бангкоке наслаждается жизнью. Так что время и деньги, они взаимозаменяемые. Помните об этом. Следующий пункт, уже 6, про изобилие окружающего мира. Окружающий мир изобильный и добрый. Там уже есть все необходимое для жизни. Каждый день на всех трассах мира проезжают попутные машины. Вы поднимаете руку, в некоторых машинах есть свободное сиденье, вам останавливается, вас погружают, вы едете в следующий город. Также в каждом городе есть множество квадратных метров пола, где вы могли бы свой спальный мешок расстелить и переночевать. Но вы остались здесь дома, остались в Якутске, пришли на новую лекцию, это вы сделали правильно, но могли бы прийти в другом городе переночевать, не только в Якутске, в любой другой город, будь то Магадан или Калькутта, будь то Хартум или Москва, в другом городе могли бы переночевать. Также в каждом городе много существует продуктов, полезной информации. Вот когда мы начинаем путешествовать, все это изобилие мира падает нам на голову. Неизвестные заранее люди приглашают нас в гости, предлагают нам ночлег, полезную информацию. Но
возвращаясь из дальних путешествий, мы уже по-другому видим окружающий нас мир и стараемся быть лучшими собратьями во всемирной семье человечества. У кого есть еда, мы угощаем других людей. У кого есть машина, подвозим других людей. У кого есть жилище, приглашаем к себе ночевать других людей, знакомых и незнакомых. У кого есть информация, делимся с другими людьми. Чем больше мы сами приносим людям добра, тем меньше у нас будет сомнений в том, что к нам тоже люди отнесутся хорошо в каждом городе на земле. И куда мы ни приедем, будь то Новосибирск или Кабул, будь то Момбаса или Бруней-Дар-эс-Салам, будь то Сидней или Иркутск, в каждом городе найдем классных людей, которые нам рады, которые приглашают нас в гости. Мы видим, что весь мир — это одна большая семья, а не какое-то сображество злодеев, которые нам постоянно свистят в оба уха средства массовой дезинформации. Вольные путешествия оказываются интереснее, веселее, чем путешествия буржуйские, хотя они и дольше по времени. Часто мы пролетаем над местами, их не видим, если летим на самолете, потом проедем по земле, узнаем гораздо больше. Но опять же, вольный путешественник не ограничен именно одним методом путешествий. Можно один раз проехать расстояние автостопом, другой раз пролететь его на самолете, когда вы торопитесь, потому что время и деньги заменяют друг друга. Например, сейчас я прилетел из Красноярска на самолете, потому что если буду долго ехать автостопом, зимники уже растают. Автостоп я сейчас поеду только северную часть, как раз вот на Муснеру, на Зырянку, на Пиле. Конечно, я якутскую дорогу уже столько раз проезжал автостопом, сейчас, может, да, самолетился, и теперь дальше уже еду автостопом. Но что же такое вольное путешествие, что такое автостоп? Я немножко покажу фотографии, чтобы было понятно, что это такое. Автостоп — это как раз езда на попутных машинах. Это не высиживание в интернете какого-то мифического момента, когда знакомый дядя Вася поедет в Чурачу. Ждать этого не надо, выходим на трассу и едем. Если мы одеваемся в яркую одежду, нас лучше видно на трассе, нас лучше видно ночью, зимой, это гораздо лучше, если мы в яркой одежде. Можно и, конечно, и в обычной одежде. Нас подвозят самые разные машины, легковые, грузовые, по разным дорогам разнообразных стран мира, где мы не оказываемся. Если мы ездим по России, мы ездим одиночками или двойками. Если мы ездим по другим странам, можем ездить тройками, четверками, даже пятерками. Если это какие-то трассы Судана, Никарагуа или Папуа-Новой Гвинеи. Конечно, дороги бывают разные. Чем дороги лучше, тем обычно меньше людей останется. Чем дорога хуже, тем лучше подбирают на такой дороге. Поэтому на хороших дорогах встречаются, что долго простоишь, а на плохой дороге там первая, вторая машина вас увезет. Такое тоже бывает. Любая машина вмещает любое количество пассажиров. Об этом каждому должно быть известно, что в любом транспортном средстве всегда поместится любое количество граждан. Особенно это заметно на дорогах Судана, Афганистана, Пакистана и других замечательных стран, где любая машина имеет безлимитную вместимость. Нас переводят самые разные машины по дорогам Земли, по дорогам Европы и Азии. Постоянно движутся транспортные средства, которые нас рады подвезти, в которых есть какой-то свободный уголок. По дорогам Малайи и Судана, по дорогам Намибии и Анголы движутся самые разные транспортные средства. Где-то бывает и подождать приходится, бывает не сразу, будь то Судан или Колымская трасса, будь то зимние и далекие наши северные, приходится подождать. Но кто имеет терпение и постоянство намерений, тот всегда преуспевает. Это нужно помнить еще два важных пункта, я вам забыл еще сказать. Седьмой, нужно иметь терпение и постоянство намерений. Бывает, не первая же машина останавливается, не первая, 21-я, или в Америке, если находится 501-я. Бывает, визу какой-то страны выдают не сразу, или же ночлег находится не сразу. Нужно иметь терпение и постоянство намерений. Бывают такие люди, которые флюгеры. Сегодня он хочет путешествовать, завтра хочет устроиться на работу, послезавтра увольняется с работы, через неделю он хочет жениться, через 2 недели хочет разводиться, через 3 недели опять хочет путешествовать. Если он такой флюгер, не преуспеет ни в чем. Имейте терпение и постоянство намерений. Ваша машина придет, ваша машина починится, вы ее растолкаете и уедете в такие места, в которых вы даже еще раньше не бывали, про которые не слышали ваши мамы, бабушки и дедушки. Конечно, еще 8-й пункт нужно помнить, что, конечно, путешествовать не обязательно. Каждый человек может делать то, что ему нравится. То есть путешествие склонен примерно 1 из 1000 людей.
Те же, кто не склонны к путешествиям, могут не путешествовать. Главное, ищите свое дело на этой земле и делайте его хорошо. Какое именно у вас это будет дело, я за вас не скажу, не угадаю. Не угадали родители ваши, не угадали преподаватели в вашем институте, соседи по подъезду и политики в телевизоре. Только каждый из вас сам может решить, в каком городе жить, какими людьми себя окружить, как провести свой завтрашний день, как провести 2025 год. И когда вы сами для себя это все вопросы для себя ответите, для себя, не для меня, можно быть очень даже счастливым человеком, даже не покидая пределов Якутии. Мы видим, как бывает это и режим в ожидании машин, бывает столько сразу по двум полосам дороги, едем на разных расписных тачках, на расписных красивых грузовиках, которым 70 лет. Едем на всем, что попадается нам по дороге, и иногда пишем таблички для удобства голосования, такое тоже бывает, или перемещаемся по странам корейским, японским, арабским. Но не забудьте, сейчас мы как раз находимся в Якутии, у нас сейчас как раз кончается зима. Самый лучший момент посещать ваши северные улусы. Все, кто может поехать в всевозможные города, эти Зырянка, Жиганск, Юрхая, все это Алекмис, все это надо делать сейчас, пока не растаяло. Сейчас замерзли реки, замерзли болота, и на всяких снегоходах, вездеходы. Вы пройдете самые дальние улусы, можете за зиму успеть посетить самые интересные места, всевозможные тикси. Все это ждет вас, товарищи, если вы не будете задерживаться, пока не началось таяние снегов. У вас 1 месяц на то, чтобы побывать в самых далеких северных улусах. Как раз Россия становится больше зимой, когда замерзает все. И по далеким зимникам идет так называемый северный завоз. Водители едут, вы их умеете только ждать. Бывает, придется и подождать, и костерчик развести, и палаточку поставить на зимнике. Приходится уметь ждать. Но кто умеет ждать, он достигает успеха. Имейте терпение и постоянство намерений. Придет машина, заберет вас, вы уедете в самые далекие, будь то Тикси, будь то Зырянка. Все вас ждет, товарищи. Машина вывезет из Нарити и повезет вас в самые дальние местности. Вы тоже будете рады, и водитель будет рад взять такого необычного попутчика. Ну а потом опять возвращаемся в тропические страны мира. Опять нас ждет там Новая Гвинея. Некоторые люди ошибочно думают, что в России очень плохие дороги. Они обычно тогда не бывают в других странах мира. Конечно, бывают реально на свете плохие дороги, но это уже не Россия. Есть места, как там Новая Гвинея, где машины очень долго передвигаются, медленно, но обычно там, где плохие дороги, там обычно обитают хорошие люди. И то, что на нем написано «End of the road», это конец всех дорог, так оно примерно и есть. На Новой Гвинее Транспуасское шоссе, где машина идет 2 недели 14 дней, идет 600 километров. Вот это интересно, конечно. Мы вытаскиваем машины из грязи, я там тоже нахожусь на этой фотографии, вытаскиваем машины из грязи, готовим на огне, а не в какой-нибудь там столовой. Там не пользуются мобильной связью, нет там ее. Нас ждут джунгли, комары и Новая Гвинея. Или наоборот, зимники Якутии нас ждут, и мы продвигаемся дальше по самым разным дорогам мира, потом возвращаемся обратно в Россию, в Европу, в Азию, в Африку, туда, куда ведет нас наш собственный, составленный нами план. По дороге мы видим, что есть не только автостоп первого рода, езда на попутных машинах, есть автостоп второго рода, езда в кабинах локомотивов, на грузовых поездах, но это уже обычно больше вам будет интересно в азиатских странах. Здесь в Якутии не так много и поездов, на которых можно проехать хотя бы даже с билетом. Тем более проезд в кабине локомотива редко где вы можете осуществить. Только разве что на Алдан, там он намерен ехать. А так есть места, где ходят самодельные рельсовые тележки. Есть места, где можно застопить поезд на рельсах, опять же не у нас, но в каких-то других странах. Бывает, не стопит поезд на рельсах. Бывает, видим снаружи на поезде и местные жители тоже делают снаружи на поезде, даже интеллигенция в очках. Мы видим кого-то проводнике, ну там обычно и теплом, или вот так. Здесь вот люди едут на передке локомотива, это Мадагаскар. Или бывает и в цивилизованных странах подгонят специальный поезд для развозки бесплатной местных жителей, это Швейцария. Бывает также, вот как в Мексике, где уже 30 лет, как отменили все пассажирские поезда, остались только грузовые. И тысячи людей едут на товарниках. Даже пока мы сейчас читаем лекцию здесь в зале «Россия. Моя история», множество людей едут на товарнике, справа видим вагон первого класса, это лежачий,
слева вагон второго класса, это стоящий вагон. Люди по 5-6 дней перемещаются по Мексике на таких грузовых поездах, 1000 людей. Это мой друг Демид, это встречный поезд, это все наша интересная нам, приятная нам Мексика. Помимо Мексики мы едем, например, в Бангладеш и видим там другие интересные чудеса. Там тоже люди любят ездить на поездах, причем в буквальном смысле слова. У нас в России спросишь, вы ездили когда-нибудь на поездах? Люди скажут, ездили, но у нас они обычно никогда не ездят на поездах, не ездят в поездах, а на поездах ездят в Бангладеш. Видим вокзал, центральный ЖД вокзал столицы Бангладеш, города Дакка. Там часть людей, которые имеют деньги, они едут в поезде, а которые экономят деньги, они едут на поезде. И там на поезде, там тоже можно видеть, существует своя жизнь. На поезде, кстати, тоже там разносят чай, кружки разносят, а контролеры существуют только в нижней части, только внутри поезда. На поезде контролеров нету. Это такая страна интересная, Бангладеш. Кстати, нужно заметить, что Бангладеш страна очень населенная. По размеру Бангладеш меньше, чем любой улус Якутии. Она крошечная, она размером примерно 150 тысяч квадратных километров, а население Бангладеш 180 миллионов, то есть больше, чем все население России. Такая она населенная страна. А это наш Дальний Восток, понятно, там тоже можно ездить в кабине локомотива. Вы когда будете на Бали, вы это тоже испробуете. Технологии все подробно описаны в книге «Практика вольных путешествий». Конечно, мы садимся с согласием машиниста, сами не залазим, просим согласие машиниста и заглядываем. А в грузовые вагоны в России не залезаем, это вредно, опасно, будете страдать от голода, холода и контактного провода. По дороге нам встречаются старший автостоп третьего рода, плавание на попутных баржах. На этой барже плыли как раз из Якутска до Фадными неделю, был 96 год. Вот, этот корабль, на котором плыли с Магадана, Форт Вайна, такое тоже с нами было. А дальше нас ждали все корабли всего мира, особенно Индонезии, где страна, в которой 17 тысяч островов, и мы их пересекаем на сухогрузах, контейнеровозах, нефтенаводных судах и на пассажирских судах без билета, пересекаем всевозможные острова Индонезии, или плывем уже по разным местам Африки, Малайзии, Танзании, или плывем здесь, в России, например, на Сахалин, на попутной моторной лодке. Все это автостоп третьего рода, и улетаем на грузовом самолете из Нарьян-Мары, автостоп четвертого рода. По дороге нам встречаются разные фрукты, цветочки, не только мимоза на 8 марта, разные цветы, разные люди, всевозможные папуасы рады нам на разных концах земли. И куда мы не приезжаем, люди нам улыбаются, люди рады нам в каждой местности. Будь то далекий какой-нибудь Сусуман, будь то еще более далекий город Лайя на Новой Гвинее или Джакарта, все это люди нам рады, потому что мы сами вкладывались в изобилие окружающего мира, принимали гостей, несли людям пользу и добро. Поэтому, например, каждый из вас тоже может сесть в такую попутную машину, уехать дальше от своего Якутска, перемазывать всю зиму, когда у вас уже становится несусветно холодно, может отправиться в тропические страны, а потом обратно вернуться в Якутск, когда вам этого захочется. Мир открыт и свободен. Если сделаете загранпаспорт, вам легче будет зимовать. Загранпаспорт может каждый человек получить в России. Получите и едьте на зимовку, чтобы не морозить нос в 48-градусные морозы в вашем Якутске, Жиганске или Верхоянске. По дороге нас встречают разные люди. Да, они живут в разных домах, не все в одинаковых, не все в хрущевках или бараках. Разные жители Нигера, разные одеваются по-разному, не все одевают галстук, вот как тут кто-то из присутствующих, не все в галстуке ходят на работу, некоторые ходят в другой одежде, вот такое бывает, и сякое, это вот папуасы живут в разных видах, в разных формах, но при этом нам рады и жители Замбии, и Афганистана, и жители Малави, и жители Нигера, и жители Эфиопии, и жители Бангладеш, и жители Тувы, и жители Южной Африки, афганцы, пакистанцы, занзибарцы, и жители Чада. И путешествуя по всему миру, мы видим, что все человечество – это единое человечество, что нет нигде плохих стран, нет плохих народов. Как бы вам не свистели в оба уха средства массовой дезинформации. Понимаем, что все люди – это потомки одного Адама. Все мы члены единого человечества, и нет никаких резонов других народов бояться, или тем более их ненавидеть. Посмотрим в глаза разных жителей Египта.
и России, посмотрим на разные горы, разные дома и разные фрукты, и больше поймем единство человеческого рода. И несколько фотографий из Америки, чтобы не казалось, что я как неплохо Маклай только среди папуасов путешествую. Вот это первая моя поездка по Америке, это Сан-Франциско, это горы такие в Америке, в западных штатах, это у нас елки большие, сосны, водопады, это Соединеннейшие Штаты Америки. Большая такая страна, размером в 2,5 Якутии. Вот, там есть водопады, троллейбусы, небоскребы, большая довольно страна, кактусы, вот, довольно интересные. Там тоже можно путешествовать. Для автостоп там, конечно, сложнее, чем в России или Европе, потому что хуже останавливаются. Есть такие вот щели в горах интересные. Вот, автостоп с табличками, там обычно используют местные стопчики американские, менты американские, вот так вот выглядят, их можно фоткать. Вид Чикаго, вид с 46-го этажа, виды из окна, ночую в гостях на 46-м этаже тоже. Вот, это у нас Ниагарский водопад, Манхэттен, Нью-Йорк, Статуя Свободы, опять Нью-Йорк, потом Вашингтон, потом Чикаго, потом Клоп, и заканчивается Америка, и мы оказываемся, например, в Африке, и смотрим Мали, это местный тоже небоскреб, самое большое глиняное здание в мире, Великая мечеть Джемме на севере Мали. Встречаются там разные жилища, разные люди, все это важно, но не так же важна и бытовая сторона вопроса. Не забудьте себе купить кипятильник, вы сможете сэкономить сотни тысяч рублей на еде, на чае, на везде, если вы будете с собой носить кипятильник. Есть кипятильник, всегда его поставили в розеточку, получили полноценная еда без расходов и труда. Вот, сделали себе, заварили овсянку, чай, хоть в библиотеке, хоть в школе, хоть в международном аэропорту. Если же нет электричества, тогда просто как кружку ставите на дрова. Компас тоже не забудьте с собой взять, потому что компас очень важно определять, где север, где юг. Часто люди верят, что только буржуй телефон им поможет, надеются поклонение уже буржуй телефону, но компас вам поможет лучше, потому что он хотя бы не разрядится. Компас, кипятильник, бумажные карты вам помогут, держите их с собой тоже. Вот. Ну и не забудьте, что есть некоторые книги, в которых даны более подробные знания о том, как путешествовать. Самая главная книга – это книга «Практика вольных путешествий». Это базовые знания в ней. Как путешествовать автостопом, как ездить на попутных машинах, как ездить на попутных локомотивах, на пароходах и на баржах, как ночевать в незнакомом городе, как питаться, как общаться с местными жителями, с контролерами, милиционерами, со своими родителями, как общаться тоже. Все это знания и плюс еще, как подготовиться к большим, дальним, даже международным путешествиям. Книга эта есть на 10 языках. Я принес только русский, английский, польский и голландский вариант, а так у нас есть 10 языков, на котором эта книга, и люди всех народов с удовольствием ее читают. Есть еще некоторые книги, я сегодня написал больше, чем 60 книг, некоторые книги здесь представлены. Есть книга «Теплая зимовка». Как все организовать, чтобы уехать зимовать. 10 регионов теплой безвизовой зимовки. Куда уехать, спастись от 50-градусной зимы. 10 регионов безвизовых безопасных мест. Один месяц в Якутске потратили столько денег, что лучше поехать на полгода в тропике. Это будет дешевле, чем один месяц в Якутске. Уезжайте скорее в теплые места. Книга «Дорога в Чад» описывает мои приключения в Западной Африке. Разные походы через 30 страны доехал до Чада. Через Мали, Мавританию, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер приехал в Чад. Как это происходило, где я ночевал, что я ел, где я жил, все подробно описано в этой книге. Книга «Япония и две Кореи» полезна тем, кто собирается в эти страны, а мои там приключения. Да, конечно, в Японии сложно жить бесплатно, поэтому я там потратил на Японию за 4000 рублей. Но, в принципе, такие деньги можно заработать в Якутске любому человеку. То есть, в принципе, японский виз сейчас бесплатно, без приглашения дается, а 4000 рублей на Японию, в принципе, может выложить почти любой человек, который хоть чем-то здесь занимается, даже пенсионер. Книга же «Решение проблемы простейшему» дает ответы на обычные жизненные вопросы. Эта книга не о путешествиях. Тут описаны важные вещи даются. Например, кому-то бывает в жизни денег не хватает, кто-то не знает, в каком городе поселиться. Если вы, которые случайно родились в Якутске, например, это можно было бы родиться в другом городе, а как же можно поехать, можно жить в разных местах, можно пожить в Стамбуле, можно пожить в Никарагуа, можно жить в Перу, можно в Москве, можно в Албании. Каким образом понять, какой город для жизни более полезен? Как понять ваше дело, кто вы занимаетесь? Это ваше дело или не ваше дело? Или, например,
каким образом друзей находить, как найти друзей, а не случайных попутчиков по жизни, про еду, про здоровье, что делать, если женщина сбежала, что делать, если город не нравится. Все подробно описано в книге решения проблем по-простейшему. Есть и другие книги, на которые вы потом обратите внимание. А пока я скажу еще про некоторые интересные проекты, которыми я занимаюсь. Ну, во-первых, значит, я говорю, что кроме того, что я много путешествую, по 10 месяцев в году путешествую, уже 33 года, вот, кроме этого я еще организую интересные мероприятия, одно из которых называется «Лесной трезвый сход». Лесной трезвый сход путешественников я провожу 6, 7 или даже 10 раз в год в разных регионах России. В этом году все будет западная часть России до Красноярска включительно. Значит, мы собираем там по 700 человек, вы все приезжаете все, это в лесу, приезжаете с своими палатками. Если у кого-то нет палатки, то приезжаете, значит, с одеялом, со спальным мешком, по спасению в общественную палатку, и мы там 3 дня в лесу обсуждаем темы, связанные с путешествием. У нас 60-70 докладчиков, рассказчиков, таких как я и даже получше, чем я, которые кто-то съездил в этом году в Гренландию, кто-то в Норвегию, кто-то был на Камчатке, кто-то был в Уругвае, кто-то расскажет про Свазиленд и Лесото, кто-то про Никарагуа и Гондурас. И про любой регион мира можно узнать свежие подробности от путешественников на лесном трезвом сходе. Запишите себе эти места, и все подробности в группе Академии вольных путешествий выкладываются. Участие бесплатное, варим большую гречневую кашу, кто хочет, может поучаствовать, на кухне дрова пособирать может. Все очень хорошие мероприятия. Сам большой сход в начале июня. Кто бывает случайно оказывается в Москве, даже не обязательно автостопом. Бывает, люди летят в отпуск, например, или кому-то дали халявный билет с работы на большую землю. Вот пользуйтесь, конечно, езжайте к нам на целое лето, у кого с отпуска, с работы, с пенсии, бесплатный билет нашелся, или со скидкой, как северян, к нам летите на все лето. Посетите небольшой сход, который основной в Московской области, и под Петербургом. Заодно посмотрите Москву и Петербург, и у вас появится еще много десятков новых друзей в этих регионах. Вот собирайтесь, мы все трезвые, ни одного алкаша у нас нету, пожалуйста. Вот, это лесной трезвый сход, и первый, и второй. Также у нас лесной трезвый сход под Новосибирском в августе, 2 сентября под Норильском, в сентябре под Красноярском, и опять осенью еще московский, и в октябре узбекский трезвый сход. Такие сходы мы проводим уже 20 лет, и они проходят в разных городах, заранее назначенных местах. Всем, кому точно эти места, через группу ВКонтакте Академия вольных путешествий вы их все узнаете. И кроме лесных трезвых сходов, у нас же есть такой замечательный проект, который называется «Дом для всех». Дом для всех — это не какой-то конкретный дом в каком-нибудь неудачном месте. Наоборот, это в удачных местах дома, которые я или кто-то из моих друзей, мы их снимаем в разных городах, в заранее назначенных местах. Такие дома уже возникали 80 раз в разных местах мира, и мы их заранее объявляем. Буквально позавчера мы закрыли очередной такой дом в городе Ханой, Вьетнам. Такой дом может пожить каждый человек, и пионер, и пенсионер, кому-то 90 лет, кому-то 9. Главное — это соблюдать правила дома, основной из которых трезвость, также иметь свой спальный мешок, коврик, уметь прочитать правила дома. И кто-то поживет в таком доме неделю, кто-то месяц и так далее. И дома действуют там 2-3-4 месяца в заранее назначенное время. Сейчас был дом для всех в городе Ханой. Его закрыли вчера и позавчера. Там у нас пожило 102 человека за 2 месяца. И сейчас у нас открывается дом для всех. Он уже работает в Пакистане, в долине Сват. До 30 июня в Пакистане дом для всех в долине Сват. Потом, значит, смотрите, летом у нас дом для всех на севере, в Норильске. Он будет работать июль и август. То есть, смотрите, до конца июня работает пакистанский дом. Июль-август у нас открывается дом для всех в Норильске. А потом следующей зимой у нас дом для всех уже в другой точке мира. Это Буэнос-Айрес. Это вот здесь. Вот это у нас Южная Америка. Он будет работать следующей зимой. Потом следующим летом у нас дом для всех в Алматы. Вот, в Алматы вот здесь. Значит, это август, сентябрь 2026 года. Остальные планы все прочитайте в книге, на страничке Академии вольных путешествий. У нас будет в Владивостоке проект, у нас будет в Кейптауне, а уже было 80 таких проектов. Один первый дом для всех я делал в Иркутске в 2006 году. Там у меня пожило 130 человек за 4 месяца. Потом я делал дом для всех в городе Ош, Киргизии. Потом был Владивосток, Каир, Архангельск, Душанбе. В Душанбенском доме пожили люди из 25 разных стран. Был дом для всех в Стамбуле, там я снимал 2 квартиры на одной лестничной площадке, там пожило 168 человек. И даже моя мама тоже приехала к нам в стамбульский дом и пожила у нас в Стамбуле. Даже моя мама написала об этом книгу.
книжку, называется «Чаепитие на берегу Босфора». Если кому-то интересно, книжка моей мамы. Вообще моя мама иногда перемещается в разных местах, тоже бывает, но не автостопом, она обычно ко мне прилетает какие-то города в разных странах, где делает какой-то проект, потом она с нами живет, и потом уезжает уже по земле или автостопом, но обычно как я увожу по земле поездом. Или же на самолете. Автостоп я набрал, автостоп, как говорилось, она немного совсем ездила в своей жизни. В основном моя мама перемещается обычным транспортом. Ну, в общем, это к тому, что дом для всех в Стамбуле. Как у нас там он технически был устроен? Было 2 квартиры в историческом центре Стамбула на одной лестничной площадке. Каждый человек, примерно, скажем, 30 человек у нас обычно в среднем. Как все происходит технически жизнь? Во-первых, все спят, конечно, в спальниках, ковриках, там на полу, кровати, конечно, для вас нигде там не найду, и не буду вам искать кровати, сами себе ищите. Все спят в спальниках, ковриках, на полу. Потом, значит, каждый раз дежурный из вас, берется двое дежурных, каждый день назначается 2 дежурных, которые готовят еду на всех, встречают гостей и убирают квартиру, моют посуду. Каждый человек может поучаствовать в жизни дома. Во-первых, прочитать какую-то лекцию о путешествиях. У нас много лекций о путешествиях. Каждый второй или первый день какая-то лекция происходит. А во-вторых, может подежурить. В-третьих, принести продукты из числа стратегических продуктов, указанных на холодильнике. И, наконец, если кто-то хочет, может оставить пожертвования в развитии дома. Если не хочет, может ничего не оставлять. Потом после Стамбульского дома был дом для всех в Красноярске, у меня прошло 238 человек в Красноярском доме. Потом был дом для всех в Тунгине, это Китай. Потом был шикарный дом для всех в Мехико, там прошло больше 100 людей, он длился полгода. Мексиканский дом просто офигенно был интересно, был берлинский, севастопольский. В севастопольском доме у меня прожило 503 человека, рекорд за всю историю домов. И я дал всем людям инструкцию, как делать домой для всех. Есть подробная инструкция, и многие друзья, мои знакомые, даже незнакомые пока, стали открывать дома для всех в разных городах, в заранее назначенных местах. Вот как такой дом сделается, каким образом все это организовано, как вам можно организовать, все дается инструкция в книге «Дом для всех». И где только дома для всех не возникали, и в Непале, в городе Фахана, например, и в Иране, в Исфахане, и в Тбилиси, и в Ереване, и в Алмате, и в Душанбе, и в Ташкенте, и в Самарканде, и в разных городах российской реальности. В Владивостоке несколько раз тоже были такие дома. И в Китае, в Гуанчжоу, и на Шри-Ланке был шикарный дом, и на Мадагаскаре, я делал. Вот, много разных таких домов для всех, и каждый человек может из вас поучаствовать в таком проекте, и для этого узнать, когда будут ближайшие дома для всех, и приехать в какой-нибудь такой дом. Для этого не нужно быть там членом Академии водных путешествий, не нужно какие-то специальные взносы платить, надо соблюдать трезвость, другие правила дома, если спальный мешок и, конечно, мозги. И загранпаспорт, если вы не дом, это находится за пределами стран СНГ. Ну, в Алмату можно по российскому паспорту бесплатно доехать, а в другие дальние страны, конечно, там, скажем, Буэнос-Айрес уже нужен загранпаспорт. Итак, значит, смотрите. Также, когда я нахожусь в Москве, где 2 месяца в году, летом опять буду в Москве некоторые времена, у меня дома происходят разные встречи путешественников, кто будет через Москву лететь, ехать и так далее. Вы заранее посмотрите, у меня на страничке ВКонтакте, или помню, найдете, Антон Брод, я называюсь. Вот, да, у меня на страничке ВКонтакте мои планы, они заранее известны, не как неожиданно. Я не человек, который занимается неожиданностями. Все заранее известно, какие у меня мероприятия в ближайший месяц. Все это там в ближайший год, где я буду, все это заранее известно. Теперь мы подводим к несколько важных вопросов, связанных с путешествием. Во-первых, некоторые люди путешествовать на словах хотят, а потом придумывают отмазки. И отмазки, они скапливаются в 3 фактах. Первая отмазка обычно такая, что у меня, мол, денег нет путешествовать. Но это, ребята, я же вам объяснил, что если нет денег, то есть время. Время и деньги взаимозаменяемы. Это обычно люди до 25 лет. Только не могу путешествовать, денег нет, ребят. Зачем вам деньги? Мы здесь 3 копейками ехали с Тихого океана до Москвы. Ваш меньше 10 копеек, такого быть не может. Вот, значит, пожалуйста, если даже с долгами путешествовать. Вторая отмазка обычно с 25 до 50 лет. У нас, мол, времени нет путешествовать. Ну тогда, если вам не хочется путешествовать, как мы, можете просто залететь на самолете, если нет времени, есть обычно деньги. Улетите на самолете куда-нибудь в интересное место и садитесь в те места, где просиживают свой зад разные толстопопые русские люди. Не идите туда, где это туристическое гетто. Ни в Хургаду, ни в Анталию, ни в Паттайю, ни в Гоа. Не едьте. Едьте в те места, где не будет видны русские вывески и не будет русская речь слышна. Езжайте в настоящие места. Если попали в место, где много русских, езжайте подальше от них. Вот, и путешествуйте самостоятельно в этих местах, где живут местные жители, общайтесь с людьми без переводчика, и узнаете больше.
И, наконец, третья уже отмазка, обычно 50 лет и старше. Говорят, у нас, мол, якобы здоровья нет путешествия. Но эта отмазка обычно гнилая, потому что у каждого человека здоровья достаточно, потому что путешественники самого разного возраста, разного здоровья. У меня есть, скажем, такой знакомый Леонид Кузьмич Прохоров. Леонид Кузьмич Прохоров, который путешествует, он, правда, такой смешной мужик, он пенсионер, ему 91 год. Он каждый год постоянно путешествует, каждый год с ним происходят разные несчастья, разные неприятности. Он полетел на Филиппины, там его все деньги украли, паспорт украли, вернулся обратно, депортировался, справки на возвращение. Он отправился в Уганду, его посадили в Уганде в тюрьму и депортировали из Уганды. Он отправился в Израиль, где-то неправильно поставил палатку, его поймали израильская армия и посадили в тюрьму, депортировали из Израиля. Поехал в Южную Америку, рубая барабай, жаловался, машин не стоит, на Австралию где жаловался, поехал в Европу еще до коронавируса, 2 раза Прохорова воровали. И вот сейчас, когда он был прошлой зимой был в Африке, в Южной, он приехал к нам дома всех Винкуке, и потом, когда потому что мы отметили его 90 лет, как раз там в Винкуке отмечали, и он отправился в путешествие, но когда, наконец, где-то депортировали, через 3 дня, через 5 дней поймали где-то, через неделю. Дед побил все рекорды и 2,5 месяца провел в Африке. Намибия, Ботсвана, Ангола, Зимбабве, Замбия, по этим странам ездил, не только из Лусаки его депортировали по справке об утрате паспорта спустя 2,5 месяца. Леонид Кузьмич Прохоров не унимается, сделал новый паспорт, и в этот раз опять он откладывает свою пенсию, за месяц он тратит только 3000 рублей, и откладывает. Он отправился в Мьянму, и в этом году первый раз за 91 год деда не обворовали. Дед вернулся из Мьянмы не обворованный. Так что показывает поговорка, что век живи, век учись, она правдива. Можно за 10-м десятке научиться быть необорованным. Значит, дед Леонид Кузьмич Прохоров не единственный путешественник необычный. Он путешествует в одиночку, он не знает английского языка, у него плохое зрение, у него такое зрение, что мне приходится ему карты обводить фломастером, что он мог понять. Он не пользуется интернетом, не пользуется мобильным телефоном, родился в 1934 году, интернет тогда не было, начинать не стоит, и значит мобильника у него нет, поэтому когда он приезжает, узнаем только уже когда он приедет в Москву, из городского телефона мне наберет на мой городской телефон, тогда я узнаю, что Прохоров благополучно вернулся из очередного вояжа. Вот Прохоров каждый год отправляется летом, зимой в тропические страны, а летом он путешествует на байдарке по России. Мы его спрашиваем, дед Лёнь, ты собираешься до каких лет путешествовать за границу? Он говорит, только до 95 лет был за границей, потом после 95 лет только по России, будут только на байдарке. Ладно, что еще задолбался уже за границей, постоянно в тюрьмы сажают, депортируют, надоело, конечно. Вот, так что еще до 95 лет буду ездить, потом уже не буду. Есть у меня другие знакомые, есть, например, такой Павел Иванович Сачев, он на машине за рулем ездит, ему 84 года, он был в 100 странах. Такой у меня есть. Есть у меня знакомый Владимир Баскевич, он полностью слепой, никогда в жизни ничего не видел, с рождения он слеп, он из Екатеринбурга. Он научился путешествовать тоже самостоятельно, в одиночку, ездил по 20 странам и даже автостопом научился ездить на слух, и даже написал свою книгу о том, как он путешествует без зрения. И он даже научился на этом зарабатывать. Он другим людям завязывает глаза и с ними путешествует. И они узнают другие люди, как чувствуют себя слепые. Можно найти его легко в интернете, у нас свой интернет, его зовут Владимир Васкевич. Есть другой человек интересный, тоже инвалид, его фамилия похожая, смешная, его фамилия Скикевич. Этого человека врачи залечили, было ему 40 чем-то лет, ему что-то вкололи какой-то укол, и он чуть не умер. В итоге он стал парализованным мужиком. И он стал ездить на инвалидной коляске, но при этом он не стал бросать, путешествовать, и он поехал автостопом из Таганрога в Владивосток на Сахалин и обратно 20 тысяч километров, начал ездить по всему миру и, более того, даже придумал для коляски инвалидные какие-то ласты, чтобы там плавать с инвалидной коляской, и даже создал ассоциацию инвалидов-путешественников. Есть еще один интересный человек, который мы познакомились с ним в Индонезии, в городе Джокьякарта. Когда я там делал дом для всех в 2015 году, нам пришел такой интересный человек, в одиночку, он, значит, не только слепой, но и глухой, еще с пересаженной почкой. Его зовут Тони Гиллес, он англичанин, и значит он приехал, и он, интересно, что слепой, ничего не видит, он 100% слепой, на 90% он глухой, он ничего не слышит, но если вставить какой-то аппарат, он иногда слышит, и плюс у него пересаженная почка, он каждый день жрет какие-то колеса, чтобы не умереть, и плюс, значит, он, интересно, что у него была просроченная виза, потому что виза у него была просрочена уже на 2 месяца. Ему выдали визу в Индонезии на 1 месяц, а он думал, что виза у него на 3 месяца. Ему говорят, вот он, товарищ, виз на 1 месяц, он же не видит. Ему говорят, гражданин, вам виз на 1 месяц, он же не слышит. В итоге, значит, он слепой, глухой, с просроченной визой, с пересаженной почкой, на одних таблетках, и это была его 99-я страна. Тони Гиллес продолжает путешествовать, он написал книгу о том, как он воспринимает окружающий мир. Сейчас он посетил более чем 120 стран. Поэтому, если путешествуют слепые, хромые, 90-летние,
инвалиды на инвалидных колясках, глухонемые, и всевозможные люди, тем более вам, каждому из вас тоже можно путешествовать. Ездят разные люди с детьми. У меня есть знакомая Аня Жук, она не только детей производит, она с детем, даже как только родила, тут же с 9-дневным ребенком уже поехала автостопом. Вот и сейчас она с своими детьми, у нее их двое. Сейчас уехала опять в тропические страны, в Юго-Восточную Азию. Есть кто с 3 детьми путешествует, всякое такое бывает. Поэтому путешествовать может каждый человек, который этого захочет. Так вот же, зачем же вообще путешествия нужны? Чем они полезны? Для чего все эти такие якобы существующие трудности? Для чего это? Вольные путешествия, они позволяют продлить человеческую жизнь путем ее интенсификации, путем напихивания в один промежуток времени большого количества разных событий. Утром нас подвозит по трассе, скажем, местный бандит, через час подвозит нас милиционер, который ловит этого бандита, через 2 часа нас подвозит уже прокурор, который сажает бандита и милиционера, подвозит нас предприниматель, имам местной мечети, работник атомной подводной лодки, ветеран специальной военной операции, местный философ, священник, бюрократ, директор сельсовета. И все эти люди нам рассказывают важные случаи, которые с ними происходили в жизни. Почему моряк, шахтер и председатель сельсовета рассказывают нам важные события своей жизни? Потому что своим женам, своим детям они все это уже рассказали. Они говорят: ну пап, ну хватит, ты уже много раз нам это рассказывал. По дороге мы встречаем рассветы на разных берегах, на берегу Байкала и Камчатки, на Новой Гвинее и в Никарагуа. Изучаем по дороге разные языки: английский и арабский, фарси и индонезийский, испанский и урду. И ночуем в гостях у разных людей. То нас пускает себе в гости миллионер, в дом для его друзей-миллионеров, то мы, наоборот, ночуем в хижине Папуаса Новой Гвинеи вместе с его курами, свиньями, клопами, детьми. И за один день путешествия у нас проходит больше событий, чем за неделю обычной домашней жизни. Неделя путешествия дает нам больше информации, знаний и встреч, чем месяц жизни дома. А если вы поедете путешествовать на полгода, то эти знания, которые вы получите, их будет больше, чем за 6 лет, проведенных в Якутске, в Вилюйске, Алдане или в Москве. И возвращаясь из дальних путешествий, мы уже по-другому видим окружающий нас мир и стараемся быть лучшими собратьями во всемирной семье человечества. Понимаем, что нет нигде плохих стран, нет плохих народов. Как бы нам ни свистели средства массовой дезинформации в оба уха. Понимаем, что и русские, и украинцы, индусы и пакистанцы, китайцы и жители Бангладеш, жители Бразилии и африканцы, американцы и французы, жители Якутии и Монголии — все это единое человечество. И это чувство единства и братства человечества — это то, что вам никогда не даст ни одна турфирма в мире. На этом мы перейдем уже к концу нашей лекции, но теперь у вас могут возникать разные вопросы, поэтому поднимайте руку, дальше по всем вопросам я с вами и продолжу. У кого есть вопросы, поднимайте руку, сигнализируйте. Погнали. А как же родители сказали, что идем на 2 недели автостопом? Родителей и всех людей нужно готовить заранее. Сперва путешествуешь на 1 день, потом путешествуешь на 2 дня, потом на 3, потом на 5, потом на неделю, потом уже на 2 недели. Вот и все. Если ты из первого путешествия вернешься целый, не обгаженный, вот, не истощенный, потом пишешь на 2 дня и так далее. Все это происходит постепенно. И нужно родителей заранее предупреждать. Сперва едешь на небольшое расстояние, потом больше. Очень просто. Пожалуйста, кому еще вопросы? Давай. Вы знаменитость, если вы попали в Google? Ну, в принципе, не сложно. Любой человек может попасть в Google, если будет иметь терпение и постоянство намерений. Главное делать хоть какое-то интересное дело, постепенно человек в Google попадет. Это не сложно. Главное хоть что-то делать. И не имей слишком популярную фамилию. Если будешь Иванов Иван Иванович, то сложно. А если фамилия хоть не Иванов, то уже легче. Пожалуйста, еще вопросы у кого-то? Вот впереди есть как-то, допустим, семьи, автостопом, или животными там? С животными, конечно, есть. Там собака. А какой первый вопрос? С кем еще? Семьи, конечно, есть. Разумеется. Бывает там с зонами, с детьми, бывает даже с 2-3 детьми. Конечно, такие есть. Просто чем больше детей, тем сложнее. У меня есть знакомый, скажем, Саша Иванов с Алтая. Он даже аж с женой и с 3 детьми ездил в Марокко, и с ними же он ездил на зимние Чукотки до Билибина. То есть можно, конечно, ехать, просто медленнее будет. Чем больше детей, чем медленнее. Если детей уже больше 3, то лучше уже, конечно, на каком-то общественном транспорте, если прямо очень много детей. Вот так. Пожалуйста, еще вопросы, какие сигнализируйте. Ну, давайте вы, потом я. Да.
Да не знаю, у нас никто здесь в Якутии особо не проявляется, поэтому мы тут все сами по себе. Никто с нами не приезжает с Якутии. Они только знакомы, если вот сидит вот рядом с вами, вот по вашей рукой, один такой знакомый есть, вот такой, который уже постоянно, я его вижу каждый раз в Якутске. А так никаких активных людей нет, что нас вот приезжали в домах, я всех тоже не вижу. Даже с Тувы приезжают, а с Якутии нет, так что как начинать. А как тебя можно? Продать человек, Ну да, хорошо. Вот еще такое, вот такие события, как то, что ковид закрытие ограничений, сейчас эти политические события, ограничения, как-то влияют негативно? Влияют негативно, поэтому во время ковида пришлось целый год, вот некоторые поездки заграничные пришлось отменить, у меня были разные планы, пришлось перенести их на подольше, на попозже, пришлось целый год провести в России, но хорошо, что мы были заперты в самой большой в мире стране, и то, что у нас самая большая в мире страна, было не так тоскливо. Если мы жили бы в Молдавии, было бы гораздо хуже. Ну и ограничения, понятно, что то, что сейчас уже 2,5 года, и трудности, там, скажем, прямых рейсов, например, в Европу самолетов нету как граница по земле закрыта, в итоге и по земле через Брест не проедешь. И всем приходится того, что вот ехать через Стамбул, вот так, и самолетом, и по земле через низ. И то же самое, там некоторые посольства в России закрылись, там за американские, там Ташкент ехать. Есть, конечно, некоторые изменения, но они не такие большие. Сейчас все-таки не так сложно путешествовать в 90-е годы. То есть 90-е годы было гораздо сложнее. Сейчас, да, небольшие ограничения есть, но они в основном касаются направления западного направления. Восточное направление также нормально может ездить, как и раньше это было. Так, пожалуйста, кому еще вас? Вот в прошлом году 3 моим подружкам отказали. Вот они в Мексику прилетели, а их Да, и какой? Особенность, и обратно. особенность они летели на турецких авиалиниях. Такое бывает. Они одна с Перу, одна с Кубы. С Кубы. Такое бывает, уже мексиканцы многих подозревают, что они мечтают проникнуть в Соединенные Штаты Америки. Приходится задним вариантом через Гватемалу, залетаешь и тут заезжаешь. Вот, так уже приходится. Доминикан что-то предлагали. Приходится И как можно попасть в Мексику? в Мексику, залететь. Ну, первый вариант, значит, хорошо подготовиться, заранее выяснить, какие именно у мексиканцев, какие именно могут быть претензии заранее. То есть второй вариант, залететь, наверное, в Гватемалу, из Гватемалы заехать по земле. Второй такой вариант. Ну, давайте правильно, Кубу, понимаете, представьте, наш продажи, надо. Как вы ездили, ну, сначала, когда вы начали ездить, буквально в первые годы? Первый год ездил вокруг Москвы, первый год на 15 лет ездил вокруг Москвы, Ленинград. Сами ездили? Что? Сами ездили? Конечно, сам, разумеется, после эксперимента на прессе все были идиоты, никто не хотел путешествовать. Поэтому я всем предлагал, никто не хотел. Конечно, сам. Вот это Ленинград, Минск, Харьков, Киев, Свердловск, эти места ездил один. И вот до 93 года ездил один, а 93 даже было 17. Я стал активно искать людей, чтобы их научить путешествовать, потому что с ними потом ездить стал искать, и оказалось, что если которые тоже интересуются путешествиями, стало появляться больше. И с 95 года я уже большая тусовка из путешественников, и я постоянно уже общаюсь с людьми, которые в эту тему интересуют. Поначалу у меня не было знакомых путешественников. А с путешественником Николаем Куликовым? Нет, не Федор Куликов, не Николай, не Павел никого из не знаю, потому что Павел Куликов на велосипеде, Федор Куликов постоянно где-то плавает, на фотографии, вообще ты найдешь, он подальше людей постоянно хочет. Я помню, что у него подальше людей, вопрос. Да, был. Ну, супругу ездили. Хаса прикольнейший город. А другие места были только в Хасе. Там в других местах не сильно гоняют, а в Хасе можно. А ты давай что отношения? Ты. Да. А вот, так сказать, супруга, а вы с ней тоже ездили? Я с супругой езжу тоже. Не очень часто, потому что супруга меня устает в путешествии. Мы с ней были только в 50 странах. То есть супруга, это может 3 месяца в году есть. Сейчас мы были, вот, например, зимой с ней Таиланд, Малайзия, Индонезия. Супруга в Индонезии потеряла паспорт на острове Сулавеси. Пришлось ей обратно в самолет возвращаться. Вот. Значит, а так мы с супругой в Афганистан ездили, в Штаты, в Америку, на Мадагаскар, в Европу, 50 стран с ней ездили. В Хавайи тоже были с ней. Вот так. Ага. А сколько вы языков знаете? Языки, значит, смотри, ну, русский, английский, а так по 100, по 200 слов знаю также арабский, и индонезийский, фарси и испанский. Когда я путешествую, я, в принципе, больше слов вспоминаю. Возвращаюсь, забываю какие-то слова. Вот, поэтому, ну, каждый язык, который приезжаю, стараюсь немножко, несколько слов выучить, помогает это в жизни. Ну, а так не обязательно заранее это учить. Можно по ходу дела изучать. Так, ну, это вопрос. Так, у тебя вопрос. У вас дети есть? Нет, для детей я не люблю мелочь.
люблю. Вот, мелких совершенно не люблю, приписываются, какаются, это не люблю. Поэтому, когда мне нужны мелкие дети, среднего размера, я поставляю, сестра моя, друзья, как и всякие молодежь приходит, ну, вот эти вот 1-2 года, это такие мне как неинтересны. Ага, пожалуйста, еще вопрос, вы кого сигнализируете? Вот там сзади. Какой самый дискомфорт или трудности в путешествии обязан? Что самые Дискомфорт или трудности в путешествии? Какие, ну, для вас? Самые трудности это бюрократы, потому что люди делятся на два типа людей, это бюрократов. 98% люди, а 2% бюрократы. Всевозможные люди там в форме, в погонах, которые придумывают разные погранпереходы, нацпарки, погранзоны, визы, чиновники разные. Вот эти люди, они наши часто нам препятствия. Поэтому этих бюрократов я не люблю. Сейчас как-то, ладно, в России стало полегче, там, с медами и так далее, легче, чем 30 лет назад. Но где-то они еще рыкуют, там, в Нигере, в Чаде, в Мали, вот менты не нравятся мне. Также есть еще страны, где вот эти вредные личности бывают. Так что бюрократы самые вредные граждане. Визы всякие придумывают, погранзоны придумывают. Вот эти личности не любят, они очень много времени уходят. Сейчас легче, чем 30 лет назад. Раньше вообще тяжело было. Сейчас хорошо, когда россиян уже полмира безвизовые, еще часть стран визовой границы, сейчас легче. 90-е годы отсюда в каждую страну нужно было делать визу очень западную. Вот. А давайте еще вопрос. Алкоголь вы вообще не Нет, я соблюдаю вам, не соблюдаю, вам тоже запрещаю, тоже не пейте. Пожалуйста, вы. Ну вот есть, да, вместо жительницы Вероники. А в плане еще какие страны у вас? Ну, много разных стран. Я в 150 стран был, еще много стран разных. Вот в этом году еще раз еду в Австралию и хочу в Новую Зеландию, Фиджи и Самоа. Вот в этом году конкретно. В следующем году, вот в Южной Америке мне осталось некоторые места посетить интересные. Я хочу еще внимательней, хочу Колумбию, Эквадор, Венесуэлу, эти 3 страны более подробно. И дом для всех у нас будет, и Панаму тоже хочу. Так что в Южной Америке еще хочется кое-что, если буквально это будет этой зимой, которая сейчас будет. Ну, так просто добить страны Азии. Вот в Азии, мне осталось в Европе все страны континентальные добил. В этой самой в Азии хочется еще Кувейт и Йемен, 2 страны недоработано, с ними тоже надо расправиться. Ну, а так постепенно добьются страны Азии, Европы, Южной Америки, и тут Канада еще осталось, из больших стран Канада осталась, Канада на свете. А пока что ближайшая Чукотка ждет меня, Билибина, вот сюда, это привет, вот счастье там будет. А вот в Европе самый дешевый шенген где можно делать? Ну, это шенген, это французский, испанский, итальянский надо делать. А так, смотрите, это самое, в группе ВКонтакте Академия Мудрых Путешествий, кто недавно делал последнее, узнавайте. Ага, посмотрим. Какой самый любимый город или страна? Ну, любим все-таки Россия, потому что в каждой стране существует как бы 2 числа. Первое число это сколько людей тебе там нужно, а второе число скольки людям ты сам нужен. Когда числа побольше, в тех местах и имеет смысл находиться почаще. Ну, я из городов России, мне нравится Петербург и Москва, Красноярск, Иркутск, Владивосток. Владивосток это на 3-м месте. После Питера и Москвы Владивосток на 3-м месте, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Севастополь, Краснодар. Они тоже очень хорошие для моей жизни. Ну, я у меня есть книга такая «От Ленинграда до Анады». И там как раз рейтинг городов России. А какое первое место? Ну, вообще там Петербург, но там разница очень небольшая в моем рейтинге, почти крошечная между Питером и Москвой, разница крошечная. Ну, кстати, Петербург, Москва практически на одном месте. После Питера и Москвы, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Нижний Новгород, Новосибирск, Севастополь, потом идет Ярославль, Краснодар, Казань, Калининград, Красноярск, потом идет уже Рязань, Тула, Сочи, Волга, Ростов-на-Дону, Астрахань и так далее. Вот это как раз рейтинг городов России для моей конкретной жизни. У тебя может быть свой рейтинг, потому что ты, может быть, имеешь какие-то свои мысли, а потом ты будешь определять города, когда тебе это дело заинтересует. Но у меня вот такой вот рейтинг. Кому-то будет другой рейтинг. Если вы изучаете белых медведей, вам все эти города неизвестно, у нас другой регион есть. Какой-то вот так вот. Ага. Нет, я в программе нет. Буду старым стариком, перестану ходить ногами, займусь хождением над парусами. Пока что нет, не научился. А Владивосток чем? Да, я просто правда, в регионе Австралии и океане очень развитый яхт-спорт. Ну вот научился, да? Да, все на словах, научно рассказывать. Поэтому я один закон 4 года хлопал на этом океане, пока там плавал по всем тюбам океане, перемешался, один по лодке и потом. Вот, так что научится рассказывать. А так, я, конечно, на словах все понятно, а так, как этим пользоваться, непонятно. Ага. Еще вопрос. Слушайте, а Владивосток чем? Вот я начал это 15 признаков, как часто стоит, это много совокупность
фактов. Вы можете подумать, 15 признаков, которые берутся в любых городах. Там все входит. Количество пословиц, средняя температура, там, море, интересные случайности, люди, посещаемость лекций, метатрах, все это 15 позиций. Там все это не объяснишь сразу. Посмотрите, вот книги от города, там подробно есть. А я сказал. Ну, 30 верхних не входит для меня. 30 верхних не входит. Вот, за верхних даже нет. Ну, ребят, минус 50 раз, не вариант, а вообще не вариант. Я говорю, типа, Чудо как у меня дома. Марсу в неделю я провел в Батуми, неделю в Эфиопии. По беспределу нас посадили в Батуми в 95 году и в Эфиопии. За что, Антон? Что? По беспределу. В 95 году по беспределу. Просто не понравились и все. Да, Живешь, что ты ходишь. Да, задерживают и говорят, допустим, по семейному переводу и так далее. Вот такой был человек, ты канцеляризм, будет проклят он, и его родители, и его предки, и его потомки, он нас посадил. Вот. И потом отпустили, торжественно устроили банкет, такой устроили нам в ресторане на границе с Белоруссией, с Турцией, КГБшники, и нас торжественно отпустили. Так что канцеляризм, вот он во всем виноват, и его родственники и начальника. Вот, это was Эфиопия, вот такая. В тюрьме какой характер? Хорошо. Характер в тюрьме какой? Неприятно, не знаешь, как арбуз. Сидишь, ждешь. Сначала пока были, можно было записки разбрасывали. Потом в подземную тюрьму перевели подземную камеру. Тут нельзя было из окна записки разбрасывать. Сначала разбрасывали записки, чтобы в Москве нас узнали. Ну, как что-то позвонили в Москву и не узнали. Какая записка не дошла. А потом уже, когда нас в подземную тюрьму перевели, там уже ничего не разбрасывали, просто там сидели, ждали. Вот. И потом постепенно уже все там зашевелились. Наше начальство, там, министр туризма наш, последний министр туризма в Грузии, постепенно нас выковырили из той тюрьмы. А так, не очень приятно сидеть. Но, к счастью, уже прошли 90-е годы, сейчас уже время интернета, сейчас гораздо быстрее все решается, чем 90-е годы, сейчас гораздо легче. 99-й год, тебя еще не было тогда природы. Вот, 99-й год, 26 лет тому назад. Вот так, давненько. Сейчас легче гораздо, сейчас с помощью интернета уже можно в гугле набрать и все про него узнаете. Тогда я сначала сажаю, потом уже выясняю, переписку идут. Вот так. Вот так. Так, пожалуйста, больше ваших вопросов, и мы перейдем скоро к тусовочным. Антон, но все-таки просто бывает, когда у нас, да, которые купят там деньги там в отпуск, да, или рабочие, то есть деньги купят, но менталитет такой сложился, что надо денег, надо денег. А как вам, ну, с точки зрения там, без конца путешествия, ну, мы же деньги все равно какие-то, визы купить, это купить, там, на бензина надо, платить машину понятно надо. Как это вам удается? Ну, смотрите, как? Ну, смотрите, есть 5 способов получить деньги в России, 5 способов. Первый способ – продавать свои товары, этим занимаюсь я, например. Можно продавать чужие товары, занимается полстраны. Можно продавать свои знания, свои умения. Можно продавать чужие знания, умения. Можно пенсию получать. Так, мы живем в богатой стране, 2 месяца труда в России достаточно, чтобы остальные 10 месяцев путешествовать по всему остальному миру. Есть люди, которые якутских по 100 тысяч в месяц получают. Ты можешь за 2 месяца 200 тысяч заработать и после этого 10 месяцев по всему миру ездить. Ну, это только хватит, извините, в Австралию слетать на самолет. А зачем тебе летать в Австралию? Если там 200 тысяч доехать до Малайзии, и потом Да, назад, конечно. китайская виза. Ну что 200 тысяч, 5 тысяч потратишь, все. 5 тысяч потратил на Малайзию. На земле, да? Конечно, ты земли. Зачем тебе самолет? Самолет для буржуев. Я тебе опоздал на лекцию. Самолет для буржуев. Ты хотят потратить больше денег. Хочешь больше денег потратить, трать, не мешает. А как ты доезжаешь спокойно до Малайзии? Вот. Тебе нужно только 200 тысяч на китайскую визу. Ты еще 200 тысяч проехать. А здесь уже 100-долларовый самолет уже с этой самой Куала-Лумпура или с Сингапура. Хорошая еда. Сказал, что 200 тысяч рублей потратишь. Не ешь ни мясо дорогое, не ешь эти сосиски свои бесконечные. Что мама ты не ешь? Обычную еда. Вся еда в мире дешевле, чем якутский. Только выйдешь из Якутии, и вся еда в мире дешевле. Сидишь в своем этом якутске, думаешь, заходишь в магазин Африш. То, что ты проедаешь за месяц, в других странах тебе хватит на несколько месяцев. Не жри столько много мяса и лжепродуктов всяких. И вообще себе для решения проблем различных. Кому на жизни денег не хватает, ну написано, как просто решить. Все дается, все знания. Как уменьшить расходы, как сделать, чтобы всегда все было, чтобы деньги были, все было. Проблемы еды, проблемы жилища, проблемы здоровья, все проблемы решаются очень просто. Прочитайте, все узнаете, не надо. Вот, пожалуйста, еще у меня есть вопросы, сигнализируйте. Нет, не собираюсь, там холодно и безумие, не собираюсь. Вот, только уж в последнюю очередь уже, давайте покажем, за него холодно и лишний не садись. Да у тебя здесь почти Антарктида, выйдешь, ты вот на улицу, не Антарктида, вышел на улицу, вот такая примерно Антарктида, только без людей. Это надо, не стоит тащиться за 10 тысяч, 20 тысяч километров, все уже здесь, вокруг Антарктиды. Вот уже 1 апреля, это сугробы вокруг. Антарктида в своем, прямо, можно сказать, национальном колорите. Все, отечественная Антарктида у вас прямо здесь.
Пожалуйста, еще пару вопросов, у кого есть, сигнализируйте. Да. Завтра в библиотеке имени Белинского будет рассказ про 10 стран Южной Африки. Все тщательно вы узнаете. 10 стран Южной Африки. Все расскажу. Как я, также 90-летний старец Окров, оказались в Южной Африке, как мы там жили, путешествовали, где ночевали, что ели, на каких хижинах жили, какую еду ели, какие визы, не визы. Все подробно рассказывают про 10 стран Южной Африки. Завтра в библиотеке имени Белинского, Королевская библиотека. Это завтра, 17 часов. А послезавтра будет в Национальной библиотеке будет моя лекция про Австралию и Вануату. Как раз знаете, сколько я провел в Австралии. Все это вы узнаете. Библиотеки национальной. Пока я скажу, что здесь мы идем к завершению лекции, у нас есть полезные книги, в которых есть знания, которые помогут попасть в любую точку нашей Земли. Это, значит, практика вольных путешествий, самая главная базовая книга, как путешествовать автостопом, как с минимальными затратами попасть в любую точку нашей планеты, как ночевать в незнакомом городе, как питаться, как общаться, все сведения здесь. Книга о том, как вести себя в быту, не путешественническая, вот как раз здоровье, болезни, эти самые там жилища, деньги, расходы, доходы, друзья, окружить себя классными людьми, решение проблем по-простейшему. Есть путеводители по разным регионам, разным странам. Восточная Африка, куда где надо, Уганда, Руанда, Бурунди, Коморские острова, Кения, Танзания. Книга «Теплая зимовка», пособие, как все организовать, чтобы уверенно зимовать. 10 регионов теплой безвизовой зимовки. Книга для детей моего папы, алфавитная графия. Там сказки, каждая сказка состоит из слов на одну букву. На букву А, одна сказка, другая все слова на букву Б, последняя сказка все слова на букву Я. Это книга для детей и подростков до 15 лет. Вот. Отдельный мой эпизод по Мадагаскару, кто Мадагаскаром интересуется. Отдельный рассказ о папуасах Новой Гвинеи, как не будучи духом оклаянно срезал Папуа-Новую Гвинею, что там я видел. Вот. Книга «Автостопом по России» о моих приключениях в разных регионах России за последние 30 лет. Остальные также, кто коллекционирует купюры или монеты, я продаю по 100 рублей купюры из разных стран. Вот. Это можно приобрести, монеты там тоже есть. Итак, всем спасибо, кто пришел на мероприятие, переходим в тусовочный режим. Все. Можно ходить, смотреть, интересоваться уже в частном порядке. Постойте с этим фото. Зал на 100 человек, пришло 20.